HR-менеджер, менеджер по персоналу. По-русски инде. Юрист была такая. Hayırlı işler isəmisiz, hörmətli dostlar, hörmətli qızlar, hörmətli jigitlər. İndi bugünkü kişədə jıyılğanlar bir-birimizlə sələmləb, qul çabıb alqışlab alı gəlin. Hörmətli dostlar, bugün bizdə milli kişi, bugün bizdə Ovlaqi. Ovlaqi, mənə qalsa, köklərimizə tanışdırayım bu. Elektrikdən kilgən yola degan totarda var. Ovlaqi. Ovlaq ide nişlər, qoysabız bilə, aytıq zəlim. Jırlılar, sirləşib tanışular, tağın nişliler, biyu var, tağın nərsələr var. Ovlaq ide, nərsələr tağın bula? Uyunlar türlü. Dürüst bitindi? Rəhmət barımızға da. Şuna görə bizning bugünkü milli kişəmizgə, Ovlaqi bizgə rəqib itigiz, hörmətli qonaqlarımız. Исәнмесез, минем исемем Лилия, мин психолог, Киевда Дугаль. Меня зовут Лилия, я психолог, не замужем, всех приветствую и желаю, чтобы все нашли здесь новых знакомых сегодня и продолжали эти знакомства дальше. Hörmətli dostlar, aytib ketganimcha qisqalıqda ustalık deyirlər Totarşada. Краткость сестра таланта. Поэтому спасибо огромное. Рәхим итегез. Танышып кете gəlin. Исәнмесез, минем исемем Рәмис. Мин юрист булып эшлим. Мин үзем Яшьчалдан торам Мәскәүдә. Рәхмәт, рәхмәтче күңелебездә. Сезнең белән танышып кете gəlin. Рәхмәт. Һаумыгыз, минем исемем Юлия, мин Сибайдан, мин HR-менеджер, менеджер по персоналу. По-русски инде. Всем добрый вечер, меня зовут Эльмира, я из Москвы, нижегородские корни, работаю экономистом, не замужем. Рәхмәт, нижегородские русскийларны барыбызда беләләр дип инде уйлаучылар бит инде. Бер җегет, бер кыз булгач, сүзне сөйләгез. Малалай Казлар. Меня зовут Руслан, родился в Москве, занимаюсь в юридической сфере, как-то так. Менә берсе бар. Менә берсе бар, безгә шулай дип әйтә. Меня зовут Марат Абдуллин, и я гештальт-терапевт, психолог, семейный консультант.
И этим, собственно, живу, этим работаем. Еще я и бизнес-тренер. Веду тренинги постоянно, работаю с молодежью, и эту тему очень люблю, обожаю. И знаете, я на работе устаю физически, правда, да, но я свою работу обожаю. И могу похвастаться искренне, я нашел свое призвание. Когда-то я работал в продажах, работал долго и много в бизнесе. Но постепенно, одно за другим, тренинги, учеба, институт, ну, в общем, доигрался. Теперь я, собственно, только этим занимаюсь. Сейчас я еду, как раз у нас была терапевтическая группа, там нарциссический опыт в терапевтических отношениях, там мы уже работаем терапевты друг с другом, да. Помимо этого я веду другие терапевтические группы, кто-то, возможно, участвовал, эмоциональный интеллект, тренинг я веду, вы, может быть, бывали так или иначе в Даре, там проходит на каких-то шатрах. Ну, в общем, надеюсь, мы как-то с кем-то знакомы, с кем не знакомы, будем знакомиться ближе. И сегодня тема, я так предполагаю, как-то встреча сердец, про знакомство, да, про то, чтобы быть как-то не одному, не одной, а с кем-то, да? Вот эта тема, правда, да? И формат, который я предлагаю, уважаемые друзья, можно к вам так, наверное, обращаться, да, вот ко мне на «ты», и когда я говорю каждому, там, например, «ты», да, я говорю, да, я обращаюсь к каждому из вас. Если это не персонально происходит, вот, например, как я вот могу там обратиться, молодой человек, например, да, а когда говорю «ты» в общую аудиторию, то значит я к каждому из вас обращаюсь. Итак, друзья мои, предлагаю сегодня такую тему рассмотреть в таком формате, наверное, лучше диалога. Все-таки наша тема про отношения, да? Если я буду говорить один, стоять здесь, да, то это будет такой семинарчик, типа ютубчика, да, там можно посмотреть, поразвлекаться, но я приглашаю тебя к диалогу. И это будет прекрасным опытом, потому что отношения — это диалог прежде всего. Когда ты рискуешь быть каким-то искренним, открываться, показываться, доверять, шагать навстречу другому человеку. И не факт, конечно же, что он откликнется, это правда. Никогда нет гарантии. Ты рискуешь, ты определяешься собственной какой-то уязвимостью, потому что ты показываешь себя, какую-то свою ранимость, да, надо быть искренним, откровенным. И может быть, человек тоже придет тебе навстречу и будет какие-то шаги делать. Может быть, а может быть и нет, правда. В этом-то, ну, часто и есть в этом какая-то загвоздка, да, такой некий страх. И я вот думаю, как же этот диалог, собственно, сделан. Давайте я так или иначе, ну, микрофон передавать не буду, но вопросы как-то буду задавать. Друзья мои, тема знакомства, встречи. Поднимите руку, кто вот, у кого нет отношений, кто не в паре, вот, чтобы я понимал. Вот, ну да, правда. Да. Это добровольная история, здесь, собственно, никуда никто. Да, а кто вот, у кого есть отношения, кто в паре, прям, правда. Говорит, у меня есть отношения. Просто не все поднимали. А есть те, кто... Кто были недавно? Кто не определился? Да, те, кто не определились, да. Есть такие, да? А есть те, кому вообще, ну, тупо лень вообще руку поднести. Или кто стесняется, да? Есть такие? Ну ладно, супер. Да. И действительно, друзья мои, ведь ты сам решаешь, в отношениях ты или нет. Бывает, наверняка у вас есть друзья, наверняка есть кто-то на примете, с кем вы... Ну, перспектива называется инда. Да? Ну, то есть есть человек, с кем ты вроде как, ну, неплохо бы, и вы что-то начинаете, но отношениями ты это пока назвать не можешь, да? Есть такое? У кого такое есть? Что у вас есть какой-то человек, но ты пока... Как пойдет? Вот, ага, папа, сейчас. Супер. Я даже вот когда вот сюда ехал, я накидал себе там несколько тем, посмотрим, да, как она будет разворачиваться, а предлагаю вам, если у вас вопросы возникают, вы, пожалуйста, их задавайте. Как Йылдыздар, по-моему, был, да? Мы там прям сели, вокруг нас были лодки какие-то, да, был дождь, все были грязные, но 1,5-2 часа мы провели в режиме диалога, и это все вот аудитория, которая интересовалась, действительно задавала вопросы, поэтому тоже. Давайте, у тебя рука была? Да. Давай, чего хочешь спросить? Правда, что любому психологу, психотерапевту самому помощь нужна? Можно переформулировать вопрос так. Хожу ли я на личную терапию? Да. Хожу ли я на групповую терапию? Да, конечно, хожу. Потому что, во-первых, я могу заигрываться в свои какие-то игры, да, и для того, чтобы мне быть более-менее чистым и прозрачным в работе с клиентами, да, у меня есть супервизия, которую я посещаю. То есть я классическая школа психотерапевтов, которая предполагает за собой наличие у меня личной терапии, наличие супервизии и групповых терапий тоже. Вот я сейчас еду в группу, в которой я участвовал как участник. Да. Конечно. Мне как-то в Инстаграме писали, спрашивали, так у вас, наверное, идеальная жизнь, вы же, ну, собственно, психолог и давно в этом, да? А я ответил так, я живой. Я, в смысле, я радуюсь и грущу. Ну, да, правда. И это называется живым быть. Это называется про то, что я жизнь проживаю, и я ее, ну, правда, я горю. И я веселюсь, радуюсь. Я когда смотрю драму, я плачу.
Когда смотрю комедию, я дружу как конь, ну правда иногда прям вообще. Да, и нормуль, ну потому что я живой, я хочу быть живым. Живым это значит чувствовать и быть искренним, правда. А искренним, знаете, что такое? Что такое быть искренним, кстати, друзья? Открытость. Открытый, это что значит? Человек раскрывает. То есть смотри, человек раскрывается. А что такое раскрывается? Чуть поясни. Типа доверие. Типа доверия. Типа доверия. Угу. Любопытная история. Смотрите, что такое искренность? Есть еще варианты, что такое искренность? Говорить, что думаешь, в моменте, действительно, в моменте, вот я тебя поправил, да, действительно. Вот смотрите, когда происходит какая-то ситуация, если я злюсь, я говорю, что я злюсь. Например, представьте себе, у вас есть семейные отношения, вы живете в паре, в гармонии и прочее, но то, как готовит борщ, тебе совсем не нравится вообще. Но ты из вежливости все время его ешь и улыбаешься. Терпишь, терпишь, терпишь. А она радуется, что она угождает тебе борщом. Да. И ты улыбаешься, понимаешь, ты говоришь, слушай, какой классный матуром борщ. И она прям такая думает, эх, вот муженек домой придет, угожу-ка я ему, и только борщ. А ты такой, эх, там не ведь борщ. А потом через 10 лет в психотерапии. Через 10 лет говоришь, оказывается, я все это терпел, я не мог, и все, я не могу с тобой жить, Никита.